أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Еще Вот сура Фатиха, которую мы вот только прочитали, там в конце есть слово, говорится, «Ан'амта алейхим», которых одарил. Вот муфассируны спрашивают, что одарил. И они расшифровывают. Тут одаривание это является религией. То, что Аллах Та'ала нам открыл глаза на ислам, направленную дорогу. Вот в Махачкале получается, не знаю, в Дербенте, может, цифра какая. Вот пятничный намаз из положенных 100 человек идет один человек. И то в Дагестане мы говорим, ислам распространяется. Почему? Потому что из 100 только одному Аллаху Та'ала вот подарок сделал. Подарки же всем не бывает. То есть лотерею выиграл из 101 человек. Из 101 человек. Поэтому, как Махмуд Хаджи сказал, вы тоже из этого числа. Тема сегодняшней лекции, вы уже в курсе, вот, научные чудеса в Коране и Сунне. Может, на первый взгляд может показаться, что это странная такая лекция, какие-то чудеса, наука и религия. Почему на первый взгляд? Потому что вот 70 лет советская власть, когда была, и последующие тоже атеисты стараются нам внушить, что религия и наука, они как антагонисты, они друг друга никак не могут уживаться. Я помню, вот в начале 90-х годах, мне, когда узнавали, что я занимаюсь исламом, мне говорил, а ты же грамотный человек, зачем тебе это нужно? Почему эти люди искренне говорили? Они были уверены, что где наука, религия быть не может. Они были отчасти правы. Почему? Потому что христианская религия науку и всякие знания напрочь опровергает. Вы знаете, что на кострах инквизиции было сожжено свыше 300 тысяч ученых. Я в одном месте читал, это была уменьшенная цифра. Речь шла до 3 миллионов всех ученых. Вы знаете, Джордано Бруно, другие Коперники, как они мучились за то, что они занимались наукой. Почему это делали? Потому что их догмы, церковные христианские догмы разрушала наука. То есть одни говорят, что земля плоская, а здесь они приходят, говорят, да, земля круглая, что не солнце вокруг идет, наоборот, что земля вокруг идет. Поэтому, когда разрушали, они выбрали очень простой путь – закрыть всю науку. И Европа, мы знаем, когда испанская Андалусия, когда она была мусульманская, когда было библиотеки, только общественные библиотеки, было несколько миллионов книг. Во всей Европе бывали несколько церковных изданий и все. Грамотно бывала только церковная верхушка и королевская знать. Сплошная безграмотность. Потому что так легче было. И в это же время ислам, первое слово, которое было ниспослано, какое было? Читай. Хотя в то время в Мекке, оказывается, было всего, когда ниспослался это адрес, всего 10 человек, которые умели читать. То есть, значит, она была наперед ниспослана, чтобы умма начинала читать. И из 11 аятов первых сур, которые были ниспосланы, «Бисмиллахи рахмани рахим, икра бисми раббика лази халак, халакал инсана мин алак, икра ва раббукал акрам». Из 11 слов 2 было «читай» и в форме повеления. Для чего? Чтобы мы читали. Ислам – это единственная религия, где знание ставится выше, чем любое деяние. Вы знаете, что хадис есть, что в судный день будут взвешивать кровь шухада у человека, который погиб за веру, и чернила алимов. И выигрывает что? Перевешивает что? Чернила алимов. Для чего это все делается? Чтобы люди знали. А для чего знание нужно? Чтобы они осознали, чтобы они поклонялись Всевышнему осознанно. Потому что ислам – это единственная религия, которая не принимает принуждение.
ла икраха фиддин, вот этот постулат, это она действует на все времена. Вы знаете, Россия была под властью мусульман сколько лет? 300 лет. И ни одного человека не было насильно приведено в ислам. Андалусия была почти 700 лет, больше 700 лет. И ни одного испанца коренного насильно ислам не приняли. Почему? Потому что, было бы плохо, что ли? Некоторые могут сказать, было бы плохо, что ли, если все Россия была бы мусульманская. Было бы плохо. Почему? Потому что Аллах Та'ала насильно принужденно поклоняющиеся не нужны. Ему нужно только поклонялись с любовью. И любовью. А любовь когда получается? Когда у человека есть знание. А христианство что получается? Насильная инквизиция. Когда людей, как только, вы знаете, когда реконкиста была, Андалусия была очищена от мусульман, то есть христианская власть победила, они этих людей ставили перед выбором. Или эти люди принимают христианство, отказываются, или их просто сжигали. Или же сделали специальные станки, которые отрывали конечности. То есть людям вот так переставили. И буквально за 2 года, 2-3 года ислам было покончено, который там был в течение 60 лет, ни одного человека насильно не принимали, а в течение буквально 2-3 лет был весь искоренен ислам. Вот так же и так получилось и в Латинской Америке, Европе, это все было насильственная христианизация, а ислам это не принимает. Почему? Потому что там нужно только знание и с любовью. Знание с любовью. И поэтому Аллах Та'ала из Его милости является, что Он нас избрал. И нас избрал, милость Его дошла, и нам одарил это знание. Может, у нас много знаний нету, но у нас хоть стремление знаний есть, мы знаем. Поэтому Аллах Та'ала в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Санурихим аятана фил афаки ва фи анфусихим хатта ятабайяна лахум аннаху хакку». Я, говорит, вам потом покажу наши знамения в мирах и вас самих, пока вам не станет ясно, что Аллах Та'ала истина. То есть, почему он говорит «санурихим»? Кто арабскую грамматику знает, что приставка «с» означает «потом покажу». Почему? Потому что те знания, которые сегодня идут, тогда в средние века они никак не могли понять. Никак не могли понять. Возьмем только один аят Корана говорит «Бисмиллахи рахмани рахим, анзалналь хадида фихи ба'сун шадид ва манафи'у линнаси». Мы, говорит, не спаслали железо, в нем, говорит, великая сила и польза для людей. От среднего века человек, он пасет своих верблюдов, пашет свое поле, и ему, говорит, не спослано железо. Говорит, он откуда знает, что такое неспосланное железо? И только в 20 веке ядерная физика, когда люди начали, они установили, что атом железа в земных условиях образоваться не может. Нужна энергия, 4 раза превышающая энергию, которая есть во всей Солнечной системе, чтобы получился один атом железа. Значит, они пришли к какому выводу? Что сюда пришли метеориты, которые образовались на других планетах, именно было анзална, было неспослано, и вот эти все железные рудники, это все означает, что метеорит, который туда попал, она пошла вглубь Земли, и вот то, что мы сегодня разрабатываем. Вот почему потом, в средние века, это людям невозможно было знать. Поэтому из милости Всевышнего Аллаха Та'ала является то, что Он нам не говорит, я вас заставлю поклоняться. Он нам дает такой Коран, который как чудо будет действовать до судного дня. Мы знаем, что у пророка, алейхиссалату вассалам, было свыше 3000 чудес, му'джизатов, которые были освидетельствованы сахабами. 3000 чудес. Самое большое количество чудес, которое был пророк, это был наш пророк. Но имам Суюти говорит, что у него самое большое чудо, говорит, это был Коран. Вы можете подумать, что Коран, вот книга, которая вот примерно вот такой формате, который в 2 обложках, как может быть чудо. Имам Суюти говорит, что это, говорит, именно, говорит, му'джизат, говорит, акли, то есть интеллектуальное чудо. Для чего нужно интеллектуальное чудо? Что Аллах Та'ала знал, что век грядет, век научно-технической революции, век знаний. Чтобы именно мы
Вот ученый, академик, который сегодня пришел, чтобы именно его это поразило. Представляете, сейчас ученые, именно видя научные такие знамения, они принимают ислам. Почему? Потому что они знают, что такие знания невозможно получить. Из таких известных историй является, что как этот французский исследователь Жак-Ив Кусто принял ислам. Вы знаете, он открыл, что воды в Баб-эль-Мандебском проливе, что воды Индийского океана и Красного моря, они не перемешиваются. Хотя там преграды нет. Хотя вы знаете, что буквально если бы этой преграды не было, там должен быть один состав, химический состав, животный мир, температура. То есть все должно быть один. А на самом деле он установил, что это разное. Это когда он когда говорил такое открытие сделал, другой французский ученый, который тоже принял ислам, Морис Букай ему говорит, ты, говорит, что сделал? Это, говорит, давно в Коране. Он говорит, как это в Коране? Это мое открытие. Он говорит, ему показал в Коране, то есть аят Корана показал, который говорится, бисмиллахи мараджал бахрайни байнахума барзахун ла ябгиян. То есть встретились два моря, между ними преграда, которые они не переходят. Действительно, после этого, когда космические снимки сделали Баб-эль-Мандебского пролива, там она показала, что действительно там есть преграда. То есть это не перемешивается. То есть такое чудо, такой знаменитый известный человек, после этого он принял ислам. Почему? Потому что для этого людей было потрясение. И Аллах Та'ала по своей милости дал Коран, который в Коране, во-первых, только 600 хадисов, только одной книги Канзуль Умал, свыше 600 хадисов, которые призывают, чтобы мы занимались наукой. А в Коране свыше 3000 аятов, которые побуждают, чтобы мы подумали, поразмышляли. То есть одна за другой говорит, разве, говорит, вы не посмотрите, разве вы не подумаете, для чего? То есть Аллах Та'ала Коран, один такой простой пример. Аллах Та'ала Коран говорит, бисмиллахи рахмани рахим, афала янзуруна илал ибли кайфа хуликат. То есть арабу говорит, ты, говорит, на верблюда не посмотришь, что ли, как он создан. Но араб посмотрит на верблюда сверху, что он не поймет. Сегодня наука раскрыла, что только в одном верблюде свыше 100 изобретений, в кавычках, то есть то, что не действует на других животных, там есть. Начиная с подушки, которая поглощает, то есть не дает ожогам образоваться, специальной обложкой, мягкой подушкой, чтобы она проходила по этим каменистым почве и чтобы не обжигалась. Начиная с специальной пленки, которая закрывает глаза при песчаной буре. Начиная с горба, который закладывается этот жир, чтобы свыше 30 дней, чтобы она могла не пить. Для чего? Почему? Потому что, мы знаем, расщепление одной молекулы жира дает сколько молекул воды? 3 молекулы воды. То есть, вот таких изобретений полно. И вот так же это можно перечислить, 100 же это много, что она может есть колючку, что у нее специальный состав, если человек вот неделю, если не пить, что этот человек умирает, что она способна выдержать 30% обезвоживание организма. Это вообще невероятная вещь. Другие животные сразу умирают. То есть Аллах Та'ала говорит, вы, говорит, на это посмотрите, для чего? Чтобы человек подумал, это чудо. А чудо кто создал? Всевышний. Да, чтобы мы подумали, да, Всевышний, который создает такие чудеса, действительно, он достоин поклонения. Чтобы мы к любови поклонялись, а не принуждением. И это тоже является самой большой милостью, из-за которого другие последователи других верований, они переходят в ислам. Им просто достаточно, не говоря о других нормах, не говоря о другой морали, не говоря о другой истории. Это все только вот взять узкую научную часть, и люди, когда вот это все видят, они приходят в ислам. И то, что пророк, алейхиссалату вассалам, был умный, что он читать, писать не мог, это тоже является еще одним аргументом плода чуда. Почему? Потому что, если бы он знал читать, писать,
Люди могли бы сказать, да, эти чудеса он, конечно, говорит, мог взять из других книг, что он мог читать где-то там в каких-то писаниях, чтобы даже гипотетическая возможность наговора на пророка, алейхиссалату вассалам, ушла, Аллах Та'ала сделал его, чтобы он не мог читать и писать, чтобы он был умный. Это получается, если какой-то человек, он нигде в школе не учился, в университете ничего не кончал, и он начинает говорить о высшей математике, там остается один выход, что кто-то ее обучал этому. Чтобы мы знали, что такие знания человек не мог получить, кроме как от Всевышнего. Чтобы у нас любовь к пророку увеличилась. Аллах Та'ала для нас эти все чудеса транслирует, передает от пророка, который не мог читать, писать. Это все чудеса. Только вот эта одна книга, вот это то, что я с собой взял, то, что для вас, это чудеса, это называется книга «Аль-Иджаз аль-Ильми фи ислами Кур'ан аль-Карим». То есть только чудеса Корана, которые вот этот Абдус Самед собрал, только Корана. Они просто приводят аят такой, говорится вот такой аят, вот как про железо, это все другое приводит и говорит об этом. Сегодня вот наука так говорит. Вот такая же книга есть и про хадисы тоже. Это для чего делается? Опять же, чтобы вот ученый, если который придет вот в 21 веке, 22 веке и до судного дня, чтобы он вот это аят, вот санурихим, я вам потом покажу. Вот есть, без сомнения, сегодня нам один пласт открыт. Завтра придет другое поколение, мы уйдем, другое поколение. Без сомнения, им откроются другие горизонты. Именно такие чудеса будут в Коране. Почему? Потому что Аллах Та'ала обещал до судного дня потом по частям показывать. Эти чудеса будут показывать, и это для нас является самым большим чудом. И еще одна вещь есть, то, что мы знаем, что все другие последующие, предыдущие писания из других они были изменены. Вот недавно, в 2006 году, что ли, было постановление Ватикана, может, ошибаюсь, что они решили, было постановление о новой редакции Библии. Может, современные влияния какие-то, надо что-то изменить. Вы знаете, что это было около 30 Библий, было они разные от Всевышнего, то, что было вот, Инджил, они изменили, кто-то что-то от себя добавлял, и получалось разночтение. И они решили новую редакцию сделать. Вот был такой итальянский писатель Умберто Эко, модный писатель. Он пишет, что если, говорит, человек прочитает Библию от начала до конца, 17% сходит с ума и попадает в психбольницу. Почему? Потому что то, что в передней странице, противоречит второй странице. И поэтому люди не знают, это как, это божественная вещь, мол, это друг друга противоречит. Когда такое есть, наш Коран, она буква не изменена. Почему? Потому что Аллах Та'ала в Коране говорит: «Инна нахну наззальна зикра, ва нахну лаха лахафизин». Поистине говорит, мы не спаслали его, мы его и защитим. Есть такая известная история, когда один аят был ниспослан. Вы знаете, когда не спасались аяты, пророк диктовал, и специальный кутабуль вахи, люди, которые писали откровения, они это писали. И как только слово «баста» там написали, это пришел Джабраиль, он говорит: напишите по-арабски, нужно написать его зубчатым эсом, он говорит ему: напишите через суад. И немецкие ученые, когда прогоняли Коран, то есть как прогоняли, то вы знаете, каждое значение Корана, она имеет цифровое значение. То есть они его перевели на цифры, и когда прогоняли, и они сказали, если это слово вот так было не написано было, числовая гармония Корана была бы нарушена. И если бы люди так не сохраняли бы Коран, то есть люди бы сказали, вот, допустим, если бы они от себя что-то добавляли бы, вот, которые говорили, что железо они тогда выкапывали из земли,
А там говорится, не спаслали. Они подумали, да, что-то здесь не стыковка, мы с земли выкапываем, никто не видит, как оттуда падает. Давай мы напишем, что она бывает в земле. Нет, не было написано, и сегодня говорят, что хоть одна буква не изменена была, пророку, алейхиссалату вассалам, было откровение, сказали, если, говорит, ты изменишь одну букву, то есть мы, говорит, перережем тебе шейные вены. Аллах Та'ала своему любимому пророку говорит, если, говорит, ты изменишь одну букву, мы перережем тебе шейные вены. И сегодня Коран именно в том виде, без ревизии, сегодня он к нам пришел, и для нас является чудом, что ведь для сомневающихся людей, для которых нужен аргумент. Вы скажете, аргумент. Для чего нужен аргумент? Может законный вопрос возникнуть. Для чего нужен аргумент? Вот сегодня 21 век, да? Сегодня человеку, который занят своими гаджетами, ему говорят, слушай, тебе молиться надо. Он говорит, какой статьи, как молиться? Он ему говорит, да, ислам есть такой. Он говорит, это откуда взято ислам? Ну, ему говорит пророк. Ну, кто видел этого пророка? Никто не видел этого пророка. Я не видел, Махмуд не видел, вы не видели пророка. Да? Он скажет, да, если никто не видел, с какой стати мне молиться? Ну, ему говорят, да, вот такое есть. Он говорит, да, давай докажите. И единственный аргумент для такого человека, если будет такой пытливый человек, является вот сегодня Коран и хадис, который говорится, что это есть непроизведенное чудо. Вот хадис. Возьмем один такой простой пример. Вот который лично ко мне, который касался. Когда я в мединституте учился, один такой атеист откуда-то услышал хадис, который говорится, если, говорит, в сосуд пищи из вас попадет муха, то вы, говорит, ее сначала утопите, потом выбрасывайте. Этот атеист услышал когда-то муха, он знал, что я учусь в мединституте, знал, что я молюсь, и он меня хотел подколоть. Мне говорил, слушай, говорит, это, говорит, ваш ислам говорит, ваш пророк говорит, муха, если попадет в пищу, ей, говорит, сначала утопите, потом только выкидывайте. Говорит. Это, говорит, как это получается? Ну, у меня тогда аргументов не было, я ему говорил, раз пророк говорит, значит, правильно это говорит. Правильно говорил. И получается, в 2008 году в Кувейте была международная конференция по научному иджазу Коран и Сунна. Уже было 10 конференций. Последняя была в прошлом году в Испании. Вот на 8-й конференции, которая была в Кувейте, там был доклад немецких ученых, которые именно выступали по этому хадису. Они что установили? Они установили, немецкие ученые, не мусульмане, видя, что все, что написано в хадисах Корана, аятах подтверждается, они подумали, это пророк, спроста ничего не говорит, значит, что-то есть. Они взяли, утопили это мух и начали исследовать. Оказалось, что при утоплении мухи там активизируются, появляются такие антибиотики, которые уничтожают все любые виды антибиотиков, любые виды микробов. И после этого доклада австралийские ученые из университета Эмори из тела мух выделили очень сильный антибиотик, который буквально уничтожает все другие микробы. Оказывается, для чего надо было утопить? Для утопления же для мухи это уже экстремальная ситуация. А экстремальная ситуация надо себя спасти, и она выбрасывает, оказывается, эти антибиотики, и после этого, после того, как утопил, весь грязь, если микробы, которые на нее есть, она выбросила, уничтожила, и после этого ее муху выкидывать, и можно это молоко или там что другое, любой пищевой продукт пить. Что, у пророка была лаборатория, что он знал, что там микробы, что он что-то исследовал. Нет, 1400 лет после него немцы, которые к исламу имеют никакого отношения, эти люди доказывают, что он был прав. Немцы доказывают. И после этого они приходят в ислам, потому что это для них является откровением. Потому что они говорят, это по-другому быть не может. Вот да смеются Аллах, вот Мухаммад Вакиль,
наш незабвенный, рассказывал, в Москве была 5-я международная конференция по научному иджазу и сунны. Он рассказывал такой интересный момент. Первый день, говорит, выступал, был доклад, на первый день был планирован доклад по скорости света. И скорость света, который говорится, что не спосылается течение одного дня, который равняется 1000 лет. Аят Корана есть, который не спосылается, и на основании света, на основании этого аята они вычисляли формулу света, который выходит. И советские, российские ученые тогда сказали, чтобы это нужно, Российская академия наук будет перепроверять вот эту информацию насчет скорости света, чтобы они повременили. Этот доклад они переместили наконец на последний день, и действительно те доклад, и они оба друг друга не знали, что они делают. Последний день, когда это был доклад, этот человек принес новые вычисления, и когда он говорил один к одному, это говорит, совпали. Вычисление скорости света, который Кораны нашли, который 1100 лет, и последнее исследование Российской академии. Он еще один случай рассказывал, один российский ученый, метеоролог, он делал доклад, и когда аят Корана ему прочитали, он заплакал на этой трибуне, и он там произнес шахаду. Он говорил, я 60 лет изучаю это оказывается было в Коране. То есть это для чего Аллах Та'ала делал? Опять из-за милости. Милость Аллаха Та'ала безгранична. Я говорю, опять он мог бы сказать, вот вам пророк, вот постулаты, которые он сказал, последуйте, если ее не последуете, я вам устрою. Он мог нам здесь ад устроить, он ад не устроил. Здесь тоже относительно рай устроил, дал такие знания, дал возможность, более того, дал нам направление. Мы же могли родиться где-то папуасами, там, Новой Гвинеи. Могли, спокойно могли. Вместо этого мы родились в Дагестане. Дагестан тоже могло бы, как Чукотка где-то, которые про ислам они и не слышали. Вместо этого Аллах Та'ала нам сюда послал арабов, который до нас довел, послал сюда ильму. Более того, даже в исламском мире, когда в средние века, когда был халифат, Дагестан назывался Бахруль Улюм, то есть море наук. Баладуль Аулия, два названия было Дагестан. Бахруль Улюм и Баладуль Аулия, то есть страна Аулияо и море наук. То есть это тоже дал. Это тоже является дополнительной милостью Аллаха Та'ала, который нас он одаривает. То есть те чудеса, кто хочет вот так, кто хочет допитаться, да, это правильно доказать, кто требует доказательств. А доказательства нужны? Конечно, нужны. По нашей вере, если человек чисто таклид будет, то есть не потребует доказательства, ему скажут, молиться он. Он не требует доказательства. Это не принимается. Есть алимы, которые говорят, принимается, но большинство говорит, не принимается. Почему? Потому что он завтра встретится с подвешенным языком атеистом, он подумает, да, я сильно ошибался, он все откажется от этого. А если у него будет аргументированная вера, у него там внутри будет стержень, он скажет, да, действительно, вот это правильная религия. Если он хоть голову отрежет, он будет молиться. Я знал одного нашего земляка, он в армии служил, мой дедушкин брат был. Он во время Отечественной войны, когда время молитвы наступало, он сразу начинал молиться. Это командир заставлял 2 солдат, чтобы его тащить. Ну, как можно, долго можно это. Они уставали, останавливались, он продолжал молиться там. Они опять его под мышку тащат туда. Они устают, он опять помолится. Могут убить. Война. Ему, если даже он не будет молиться, ее никто не будет делать. Но у него внутри такой стержень, что он готов умереть. Это. Я знаю, одно мое знакомое был, он в советское время служил, и он молился. И командир говорит, я тебя арестую. Он говорит, он в артиллерийских частях служил. Он говорит, не только говорит, ты арестуешь, если ты меня привяжешь перед этим там 120-миллиметровым орудием и взорвешь, я буду все равно молиться. Этот командир, говорит, на меня посмотрел
и, говорит, сказал этому сержанту, чтобы ему сделал отдельную комнату, чтобы он мог ему коптерку куда-то место отвели, он молился. Вот, когда Аллах Та'ала знание так есть, вот так молится. Если это знание нету, мать нету, брата нету, отца нету, который его заставляет молиться, он на следующую другую комнату пойдет, или их рядом нет, он скажет, помолился, все, никто же не знает. Это знание для чего нужно? Для чего нужно знание, чтобы привести человека к якину? То есть он должно быть ощущение, что его Аллах Та'ала видит. Когда это все чудеса видит, он дойдет до могущества Всевышнего Аллаха Та'ала, а могущество Всевышнего Аллаха Та'ала, он осознает, что он его видит каждую минуту, и каждую минуту, если когда человек видит, он для него не будет возможности грешить. Это мы как бы предисловие. Вот ислам. Ислам тоже, Аллах Та'ала, кто-то может со стороны подумать, да, это ислам, это же тяжелая вещь для человека. Вот человек занимается своим хозяйством, друг его заставляет молиться. Это же логичный вопрос, да? Вот он, сосед не молится, другой не молится, с ними ничего не случается, а вдруг он молится. Он подумает, для чего это ему? И когда у него якин будет, осознать, что Всевышний Аллах от его потребует, это он поймет, что каждая вещь ислама для него милость. Иначе, кроме милости же ничего нету. Вот, допустим, человек молится. Сегодня ученые говорят, что вот американские ученые вот позапрошлом году вот имам центральной мечети Мухаммад Хазу на своей хутбе сказал такую интересную вещь. Американские ученые, это же капиталисты, им нужно, чтобы побыстрее продукция шла, за минимум времени, чтобы побольше денег пошло, чтобы человек работал. Они дали задание, чтобы выработать комплекс упражнений, чтобы рабочий за минимум времени мог хорошенько восстановиться. Ну, целые институты работали долгое время, и у них комплекс упражнений получился один к одному, который повторяет, что? Мусульманский намаз. Почему? Потому что Аллах Та'ала там все учитывает. Даже оказывается, что вот последние данные, то, что мы смотрим на место сужда, смотрим, это, оказывается, тренирует что? Зрение. Вот здесь специально есть такой ученый, вот который, как его, вот который против алкоголя выступает, он сильно. Жданов. Вот Жданов. У Жданова есть упражнение, которое тренирует зрение. Он что делает? Он говорит, посмотри далек, посмотрел на кончик носа, далеко кончик носа, чтобы тренировать его. Оказывается, в намазе плоть до этого тренируется. Плоть до этого тренируется. Даже то, что человек, установлен факт, что мы как-то делали такое исследование, есть инфарктное отделение в Махачкале. Мы когда там делали исследование, и мы искали там человека, который на тахаджуд встает, на утренний намаз, и который инфарктом заболел. Может, в то время, когда мы делали, может, потом пришло, мы это не исключаем, мы же все время там исследования делать не можем. Мы когда туда смотрели, там не было ни одного человека, который на тахаджуд вставал. Аллах Та'ала, посмотрите, вот то, что касается вот намаза. Буквально все органы, начиная с позвоночника, кончая этим зрением, кончая тренировки этих головных мозгов, что у этих людей инсульты редко бывают, эти все дела другой идут именно, чтобы этот человек жил здорово. Нам кажется, что от нас требуют, но получается это как бы вот мы человека приглашаем там к себе, ему там небольшую работу даем и тайне от него карман пачку денег ставим. Мы думаем, молимся для Всевышнего. Фактически, получается, мы для себя что делаем? Для здоровья делаем. Но, опять же, что это? Человек же просто так не будет молиться. Значит, ему знание нужно для той поры. Знание какое? Что человек, если который не совершает намаз, что ему 70-летние огненные муки будут. Это ему нужно знать, чтобы он начал молиться. Потом, когда знание у него придет, он, когда видит весь это милость Всевышнего Аллаха Та'ала, он что делает? Он уже
тот пугание ему не нужно. Он придет до той степени, как мы рассказали этому человеку, который сказал: привяжи меня артиллерийское орудие и взорви. Потому что он уже любовь ко Всевышнему, он уже не боится него. Если он этого боялся бы, он сказал бы: ну, командир не пускал армии, что с него, какой будет спрос будет? Не будет спрос. И он идет к такой любови. И он после этого, он осознает, что все требования, которые Аллах Та'ала от нас требует, это чистая любовь Всевышнего Аллаха Та'ала. Возьмем вот такой же пост. Пост, вы знаете, что вот последний, который японский ученый Амури, который получил Нобелевскую премию, он фактически получил эту премию за то, что доказал пользу поста. Есть такой аутолиз, внутреннее проедание клетками самих себя. То есть ненужные вещи они проедают. Когда человек уже поступления измен нету, они начинают потреблять ненужные. Аллах Та'ала сделал такой механизм, что когда внешнее поступление нету, в первую очередь потребляются болезнетворные микробы, лишние вещи, шлаки, отложения, жиры. И то есть от всех ненужных вещей человек отличается. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: антасуму хайрун лакум ин кунтум та'ламун. То есть Аллах Та'ала в Коране говорит, чтобы вы, говорит, постились, лучше для вас, если бы вы знали. Действительно, мы до сих пор же это не знали, пока японский ученый не открыл и за это Нобелевскую премию не получил. Мы фактически не знали, как полезен для нас пост. Но Аллах Та'ала из своей милости заставил этого японского ученого открыть это дело и заставил это средство массовой информации до нас довести, и для нас осталось только воздать Аллаху Та'ала шукру, и чтобы еще месяц, когда придет, мы будем поститься вместе с шукром. Вот так же все исламские предписания, сегодня наука показывает, что это чудо из чудес. Нету ни одного предписания ради предписания, кроме как милость. Нету ни одного запрета ради запрета, кроме как милость. Кроме как милость. Это буквально вся милость, вся рахмат получается. И те люди, которые отказываются от ислама, это получается, они что? Они добровольно отказываются от милости Всевышнего Аллаха. Добровольно отказываются. И все буквально начиная, вот, допустим, есть один хадис пророка, алейхиссалату вассалам. Это мы до сих пор говорим научные вещи. Перейдем на бытовой, на вот житейский уровень, как человеку это помогает. То есть у пророка, алейхиссалату вассалам, хадис есть, который говорится, что ислам это целиком благо для человека. Придет беда, он сделает сабр, ему для него благо. Придет благо, он сделает шукр, тоже для него благо. Это получается, как раньше бывала вот такая кукла, когда я маленький был, не знаю, сейчас есть, он опрокидывается, он встает. Как это называлось? Как это? Неваляшка. Вот мусульманин, осознавший веру, он получается как неваляшка. Он выигрывает в любом положении. В любом положении. Его свали, он обязательно встает. Потому что беда пришла, казалось бы, это человека, куда деться, беда пришла. Но если он сабру делает, он получит намного больше вознаграждений, что настолько больше, что судный день, когда бывшие беды видят те блага, которые Аллах Та'ала там дает им, они, оказывается, говорят: о, Всевышний, если бы ты резал бы нас железными ножницами. Потому что они видят, какие блага там идут. Действительно, это мир тоже скоротечный. А это какое благо вы можете сказать? Это благо то, что они в стресс не попадают. Почему? Как только беда придет, для человека это естественная реакция какая? Переживать. Это мне что ли надо было? Так что ли? И другое спасение, это является хадис, который пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: в мирских делах вы смотрите на тех, кто ниже нас, а в ахиратских делах, богослужении, смотрите на то, кто выше нас. Вот универсальный хадис. Вот все наши беды от того, что мы этому хадису не следуем. Почему я вам скажу? Допустим,
Вот человек переживает от того, что у него только трехэтажный дом. Какой человек переживает? У которого рядом четырехэтажный есть, даже? Или пятиэтажный. А если бы он посмотрел человека, который в хибаре живет, он бы что делал? Он только шукру делал за то, что человек в хибаре живет, а у него трехэтажный дом. Вторая беда, которая нас постигает, это есть ружбу. Если даже кто делает мирские деяния, ахиратские деяния, что он это самодовольство своими деяниями, которые говорится, как огонь, в хадисе говорится, как огонь сжигает все свои деяния, у человека ружба есть. От этого тоже спасает вторая часть хадиса. Почему? Потому что если он человек, допустим, на тахаджуд встает 2 раката, будет делать, он довольный будет собой, скажи, я какой красавчик, 2 раката перед рассветом стою, если он узнает, что другой его сосед 100 ракатов делает, он подумает, да, я ничтожный человек, слушай, я Всевышнему не даю и сотой доли то, что наш сосед отдает. Время, да? Скоро, до 11 у вас время. Не, до 11. 40 минут прошло, да? Нет, еще 40 минут есть у вас. Хорошо, ты так смотришь, я думал, я перебарщиваю, что ли? Наслаждаюсь от знаний. Не. Это меня... 11 у нас. Хорошо. И поэтому вот и милость Аллаха Та'аля на нас безграничная. И милость сказано, что в книгах сказано, что капканом для милости является шукра. Если шукру мы делаем, эта милость может уходить. Поэтому этой милостью надо пользоваться в том плане, что мы должны вот так воздать Всевышнему Аллаху Та'аля шукру себе, шукру тем знанием, которыми Аллах Та'аля нас одарил, и стремиться к еще большим знаниям. Почему? Потому что если мы и так же, представляете, вот знание опять что такое? Знание это является в том плане и вот как бы и масштабирование. Допустим, если человек вот так подумает, что он как представляет, что он на этот свет пришел вечно, даже ни один человек не думает, что он умрет вечно. Второе, его задача собрать все богатства этого мира. Ни один человек не согласится, чтобы у него богатство было там ограниченное. Потому что хадис пророка, алейхиссалату вассалам, говорит, если, говорит, вам дадут 2 ущелья золота, вы, говорит, непременно потребуете и 3. Если 3 дадут, потребуете 4. То есть Аллах Та'аля не ограничен. Этому тоже ученые дали какое объяснение? Есть такой ученый Захарий Ситчин. Кто-то слышал, может, про это? Это бакинский еврей. Он очень сильный генетик. Он что делал? Он, изучая вот эти гены человека, он пришел к такому выводу, что человек неземное существо, что он привнесен сюда. И что человек, его потенциал на этой земле не раскрывается. Я вам объясню, как он объясняет. Представляете, у человека какой процент мозга используется? Кто мне скажет? 3-4%. Вот. Последняя цифра, ученые сказали, что Эйнштейн использовал 4%. А так 2-3%. Мы, наверное, 1% тоже не используем. 1% тоже не используем. Второе. У человека есть хромосомный аппарат. Она задействована только, ученые сегодня установили, что она задействована только 4% задействования. 4%. Весь хромосомный человеческий аппарат задействован только 4%. Остальное сколько остается? 96%. Мозгов тоже 96%. Это Захарий Ситчин, он не мусульманин. Он просто ученый. Он говорит, раз говорит это так, сначала ученые говорили на это ДНК, хромосомы говорили, что мусорный ДНК. 4, мол, это нормальный, а 96 это мусорный. А Захарий Ситчин говорит, ничего подобного говорит. Это, говорит, сюда, говорит, пришло с того места, где это весь использовался. А на земле, она говорит, не нужно больше использовать.
А мы домысливаем его, это его слова. А мы домысливаем, а я вам говорю, а для чего это нужно 96%? Аллах Та'ала для чего нам дал такую большую голову? Если 4%, получается 59 размер у меня, да? 4% мне нужно было, какая голова достаточно была? Вот такая голова даже. Вот такая голова да была достаточно. А вместо того Аллах Та'ала дал 59 размер. Для чего это дал? Нет. Правильно. Когда на ахирате воскресится, в вечности, когда будем жить, действительно там раскроется это весь потенциал. Мы же в ахирате будем, сколько метров будем? 33 метра. Представляете, 25 лет человек живет, и так тяжело, как мы живем, и обрекает себя на вечные муки. Не один день, не 1000 лет, не миллион, не миллиард, даже не триллион, это вечности. Глупее этого человека может быть. Опять эту глупость он как попадает? От того, что у этого человека знаний нет. А в основе всего, что этого человека не коснулось милости Всевышнего Аллаха Та'ала. Поэтому самый большой дуа, лучший дуа, который мы себе, своим детям, своим близким нужно делать, это чтобы мы попали под милость Всевышнего Аллаха Та'ала. Другого нету. Почему? Потому что под милость, если человек не попадает, вот что бы ни говори ему, как бы ему ни рассказывали, до этого не доходит. Поэтому Аллах Та'ала говорит, вот сура Ясин, «Ваджа'ала мин байн, бисмиллахир рахманир рахим, ваджа'ала мин байн адим саддан, ва мин халфихим саддан, фа'ашайнахум, фахум ла юбсируна», говорит. Аллах Та'ала для такого человека, который милостью его не коснутся, можно рядом с ним, вот пустой стол, туда этого человека посадить, ему это все прочитать, ему это будет как горохом об стенку. Потому что Аллах Та'ала сам говорит, что мы, говорит, сделали перед ним стену, спереди и сзади, чтобы до них не доходило. Они не видят, то есть не видят сердечным видением. Ему вот это все прочитать, он подумает, слушай, какая-то математика, что какая-то глупость. У него самый сильный аргумент бывает, оттуда кто-то вернулся. Самый сильный у них последний такой железный аргумент, который думают, что оттуда никто не вернулся. На них у меня однажды вот такая беседа получилась с таким человеком. Он говорил, вот когда это все ему рассказал, мне просто попросили, чтобы я одному человеку ваза делал. Просто его родственники его не могли, они думали, вот я буду его научным этим что делать, то я, мол, его уведу. Ну, я видел, что я горохом прошибаю эту стенку. Когда я это все ему рассказал, он мне сказал, оттуда кто-то вернулся, спрашивает. Я ему ответил, хорошо. Вот, говорю, на твой вопрос я действительно оттуда никто не вернулся, но говорю, а оттуда кто-нибудь вернулся, чтобы тебе сказать, что там ничего нету. Он тоже, говорит, не вернулся. Получается, у нас, говорит, мы одинаково получилось. Он говорит, да, говорит, у нас одинаково. Говорит, хорошо, говорит, одинаково. Я, говорит, тебе скажу, что, который портит твой аргумент. Он говорит, какой аргумент? Я говорю, то, что это сказал пророк, алейхиссалату вассалам, что там есть, которому я верю больше, чем себе, он говорит, на основе чего? Я говорю, я то, что тебе привел хадисы, которые наука подтверждает, аяты, которые наука подтверждает, это о чем говорит? Что это он сам не мог знать, что это божественное знание. Всевышний, который его не спаслал, его укрепляет, то есть ему дают как удостоверение, которое будет действовать до судного дня. Если я сюда пришел бы без Махмуда, вы бы мне сказали, вы кто такой? Сказали же бы, это законный вопрос. Или я должен был показать большую справку, что меня пригласил Махмуд Хаджи, или там Махди Хаджи, или такую красную книжку, что я там такой-то, такой-то. Это законная вещь. Но я говорю, удостоверение пророка – это его знание, которое действует до судного дня, и который он говорит, что там будет спрос. Потом он, знаешь, мне что сказал? Он говорит, если говорит так, то говорит, почему говорит, нету каких-то знаков, что там что-то бывает, говорит. Я говорю, какой знак? Я же тебе говорю, в Коране, в хадисе ясно говорится,
Пророк, который в жизни не врал. Неверные нашего пророка как называли? Имя как было нашего пророка? Амин. Амин. Амин было. Пророк, алейхиссалату, когда переселялся, он это на своем месте Али Асхаба оставил. Для чего? Чтобы он аманаты неверных вернул. Аманаты, которые ему давали золото, там, серебро, свои вещи давали ему хранение. То есть ему не верили, говорили, а ты там это самое портишь нашу религию, там туда-сюда, чего только не обзывали его, но ему хранить давали. Почему? Потому что он амин был, он в жизни, даже в шутку, в своей жизни он неправду не сказал. Я говорю, такой человек мне говорит, что там бывает спрос. Я говорю, потом разговор пошел, он говорит, хорошо, говорю, ты, говорит, хочешь требовать от меня доказательства, что бывает воскрешение? Он говорит, да. Я говорю, хорошо. Я говорю, Аллаху Та'ала, я говорю, есть такая вещь криминалистики. Каждый человек, отпечатки пальцев у всех людей же разные. Даже вот сейчас в мире свыше 7 миллиардов человек. У каждого отпечатки какие? Разные, да. И когда однажды пришел пророк, алейхиссалату вассалам, один сахаб, пришел, где-то он откопал, и следующие кости, и говорит, ты, говорит, Мухаммад, говори, что эти кости воскрешаются, что ли? Ему сказал, и вот так растер эти кости. И высыпались эти кости. И в это время не спасался аят, Коран говорит, Аллах Та'ала не спасал аят, который говорится, бал нусавия банан, нахну нухил маута, бал нусавия бананах, говорит. Не только, говорит, мы этих воскрешим, мы, говорит, а каждому воскрешим от кончики пальцев. Тогда не понимали, почему именно кончики говорится. Сейчас ученые говорят, что мы воскрешим. Я им говорю, вот говорит, доказательство того, что Аллах Та'ала не столько нас воскресит, Он воскресит в том виде, даже с отпечатками пальцев. Я говорю, убедил ты? Он говорит, не убедил. Я говорю, хорошо, второе. Я говорю, пророк, алейхиссалату вассалам, хадис есть, который говорится, «Куллю шайин юбла илля аджу заннин, минха хулика ва минха яншау». То есть, говорит, каждая вещь человека истлевает, кроме копчика. Человек рожден из копчика и восстановится из копчика. Английские ученые, видя, что все хадисы пророка подтверждается наука, взяли человеческий копчик и изучили. И оказалось, действительно в копчике человеческий там скелет, когда видите, там в конце бывает как хвост маленький. И там в самом конце нашли действительно генетический портрет человека. То есть схема человека, даже схема. Вот прежде чем построить дом, что нужно? Чертеж. Вот как чертеж человека. Когда в мединституте учился, у нас была кафедра химии. Есть врачи здесь, которые в 80-м кончали? Нету ни одного врача, да? Там на кафедре химии, там большой, вот по коридору мы идем, и там впереди была большая таблица Менделеева. И по обоим сторонам была таблица состояния, содержания химических элементов в Земле, и большой портрет человека с содержанием химических элементов человека тоже. И они были почти один к одному. Они соответствовали, Земля и человек. По содержанию они соответствовали. Я им говорю, схема есть, вот такая схема, Земля, человек, получается судный день, чертеж есть, хадис говорится, что человек сотворен из земли и воскреснет из земли. Я говорю, строительный материал рядом, чертеж есть, остается только воля человека. Я говорю, что легче, из небытия сотворить человека? Вот дом построили из небытия, а рядом есть строительный материал, есть чертежи, есть все воля воскреснуть человека. Я говорю, для чего это все говорится? Могут, не знаю. Я говорю, вот для таких людей, которые не доходят, чтобы они поняли, что Аллах Та'ала это все сотворил. Сотворил для чего? Чтобы милостью довести до своих людей.
для людей, которых его охватила его милость, чтобы для них довести. Вот с такой целью Аллах Та'аля это все сделал. Вот какая штука в нем заложена.